8 декабря. Пирамида. Как для конкретного телезрителя будет проходить переход на цифровое вещание, уже сейчас может сказать его телевизор. Если он куплен после 2012 года, то техника все сделает сама. Если же в правом углу экрана вы видите букву «А», вот такую, сейчас не пугайтесь, это работа нашего компьютерного дизайнера, то значит ваш телевизор может воспринимать только аналоговый сигнал. И вам нужно либо менять телевизор, либо покупать к нему специальную приставку. Эпоха телевизионных перемен начнется со следующего года и в регионах будет проходить в несколько этапов. Сейчас на цифру в тестовом режиме уже перешли в Твери, а в июне этот процесс дойдет и до Татарстана. Цифровое вещание охватит почти всю республику. Вне зоны сигнала останутся всего около 30 тысяч человек. При поддержке президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова принято решение об оказании компенсации затрат на приобретение и монтаж оборудования для приема спутникового телевидения домохозяйствам 157 населенным пунктам. При цифровом эфирном вещании россияне смогут бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов. Однако в новом формате региональному телевидению места пока не нашлось. Ему предлагают продолжить работать в аналоге. Аналоговые лицензии этих телевизионных каналов будут продлены, и их вещание будет продолжено. А в цифровом варианте оно появится? В цифровом варианте мы сегодня рассматриваем возможность появления региональных вещателей в составе общественного телевидения России. Аналоговый сигнал будет уступать и по качеству, и врезки в цифре для нашей республики, как посчитали, недостаточны. Национальная республика, мы вещаем на родном татарском языке для большей части населения. И вещание его через какие-то окна, которые, как ГТРК, там 15 минут есть через какое-то время, для нас, может быть, это будет сложно. Этот вопрос остается открытым. Коммуникационные связи со своим населением местных властей, республиканских властей по текущему моменту, перспективным проблемам, это наши отлаженные коммуникации. Серьезное беспокойство вызывает судьба местных районных и городских телеканалов. В Татарстане их более 2 десятков. Как отмечают, для выживания в эпоху телевизионных перемен нужно хотя бы постоянное место в кабельных сетях. Это 22-я позиция в кабельных сетях, которая позволит, не побоюсь этого слова, ограничить, говоря открытым текстом, кабельных операторов в их, так сказать, хотелках, которые либо требуют огромные деньги за вещание в кабеле, либо пытаются отправить районные городские каналы за 500-ю кнопку, где их очень трудно найти. 22-я позиция в кабельных сетях, это, по нашему мнению, это вопрос выживания районного и городского телевидения по всей России. Такие тревоги и предложения с мест по итогам совещания отправят на самый верх. Как пообещали федеральные чиновники, во всех переменах телезрители телевидения пострадать не должны. Дмитрий Арин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.